Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами собрались на серии вебинаров. Сегодня третий вебинар в рамках двух проектов «Ресурсная сеть РТ» и «Удмурт Кейс-чемпионат». В связи с принятием новых образовательных стандартов меняется положение образовательных организаций, меняются требования к управлению школой и способы реализации нового управления. Одним из таких способов является программа развития школы, основной стратегический документ. Терминология сегодня у нас с вами встретится на вебинаре. Сначала начнем с того, что же такое вообще программа развития школы. Программа развития школы– это основной стратегический документ образовательной организации, в котором прописаны миссия, цели, задачи и мероприятия, реализуемые для качественного улучшения школы. Но прежде всего программа развития– это конкретные действия, проводимые организацией для перехода на новый уровень. Какие же особенности программы развития выделяют? Во-первых, она носит стратегический характер, направленность на решение важных задач, определяющих направление развития образовательной организации в условиях развития современного образования. Для программы развития в том числе свойственна прогностичность, направленность на будущее, на реализацию перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей. В том числе, прежде чем начать разрабатывать программу развития, естественно же, во главе угла стоит нормативно-правовая база. Да? К нормативно-правовой базе в первую очередь необходимо отнести Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года, номер 273. Также государственная программа Российской Федерации развития образования на 2013-2020 годы, которая утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года, номер 702-Р. Также профессиональный стандарт педагог, педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании, воспитатель, учитель, которая утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года, номер 544. Также профессиональный стандарт специалист в области воспитания, который утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года, номер 10М. Следующий документ – это профессиональный стандарт педагог дополнительного образования детей и взрослых, который утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 года, номер 613Н. Профессиональный стандарт педагог-психолог, психолог в сфере образования, который утвержден Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2015 года. Достаточно большой список получается, да, для того, чтобы написать программу развития, необходимо обратить на него внимание, да, на нормативно-правовую вот эту вот базу. Следующий важный документ – это стратегия развития воспитания в Российской Федерации, которая принята на период до 2025 года. Она утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года, номер 996-Р. Федеральная целевая программа развития образования на 16-20 годы. Концепция развития дополнительного образования детей. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. Концепция развития математического образования. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Когда вы, коллеги, начинайте писать данную программу развития, естественно, прежде чем ее начать писать, стратегировать, необходимо будет посмотреть очень внимательно, изучить данный список материалов, да, нормативно-правовой базы. И ссылаясь на данные документы, разрабатывать уже свой стратегический документ. Далее, какие же требования к структуре и содержанию программы развития образовательной организации существуют?
Ну, во-первых, прежде чем перейдем к данной таблице, хотелось бы сказать о том, что главным основанием все-таки для разработки программы развития образовательной организации выступает номер 273, где одной из компетенций образовательной организации в установленной сфере деятельности относится разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Здесь нужно обратить внимание на статью 28. Далее, какова же структура вообще самой программы развития, из каких частей она состоит и в каком из этих разделов что мы должны делать и на что мы должны обратить внимание. Первая колоночка, там указан структурный элемент программы развития. Содержательная характеристика указана во второй колоночке, а в третьей колоночке описание деятельности разработчиков. Первый структурный элемент – это паспорт программы развития. Что же он в себя включает? Наименование программы, кто является разработчиком, цель, задачи, критерии результативности, сроки реализации, периоды реализации, источники финансирования, исполнители, эксперты при необходимости. Что же тут на этом этапе происходит, когда мы создаем паспорт программы развития? Это обобщение и систематизация содержания программы, представление в наглядном виде. Следующий структурный элемент – это проблемно-ориентированный анализ состояния функционирования и развития образовательной организации, предшествующие базисные периоды. Здесь на данном этапе что входит же в характеристику и содержание деятельности? Это информационная справка, которая отражает исходное состояние образовательной организации, например, направление инновационной деятельности и ее результатов. Представлены системные эффекты в результатах деятельности, анализ достижений, конкретных преимуществ, проблем и перспектив развития образовательной организации. На данном этапе разработчики программы развития обращают внимание на проблемно-ориентированный анализ функционирования образовательной организации, конкретизируют проблемы. Они могут быть педагогические, управленческие. Что же происходит тут? Определяют исходное состояние функционирования школы или гимназии, да, анализ достижений, преимуществ, определение проблемных зон, определение групп проблем, аранжирование и систематизация проблем функционирования образовательной организации внутри одной группы. Далее. Следующий структурный элемент – это концептуально-прогностический блок программы развития. Что же входит в содержательную часть характеристики? Это концепция развития образовательной системы, теоретические основания построения концепции, в том числе категориальный аппарат, основные подходы, условия и прочее. Общее положение концепции развития с учетом выделенных проблем, критерии оценивания эффективности процессов развития, научно-теоретическое обоснование развития образовательной организации на данном этапе происходит. Следующий структурный элемент программы развития – это ресурсное обоснование концепции развития. Характеристика видов ресурсов образовательной организации, финансовых, кадровых сюда входит, материально-технических, информационно-методических. То есть в данном этапе разработчики делают ресурсный анализ финансовых, кадровых, материально-технических и информационно-методических ресурсов своей образовательной организации. Далее, следующий структурный элемент – это процессуально-технологический блок программы развития. Что входит в содержательную часть характеристики? Это цель, предвосхищаемый результат развития образовательной организации, то есть это тот результат, который мы ожидаем на выходе при реализации программы развития. Здесь необходимо задачи для достижения цели должны быть сформулированы, формулируются в зависимости от групп проблемно-ориентированного анализа, перечень проектов, реализующих программу развития. То есть поставив задачи при
поставили цель в программе развития, дальше поставили задачи реализации программы развития, и данные задачи можно достигать, чтобы прийти к цели, реализуя несколько проектов. То есть под каждую задачу может быть написан отдельный проект, который эту задачу выполняет. И таким образом, выполнив задачу, мы приходим к единому результату, к достижению цели нашей программы развития. Также при реализации данных задач мы можем составить дорожную карту по реализации этих проектов. Они могут стать приложениями программы развития. И также на этом этапе происходит управление и реализация программы развития. Что в описании деятельности тут можно включить? Это планирование процесса развития образовательной организации. Следующий структурный элемент программы развития – это контрольно-мониторинговый блок программы. Здесь мы для себя должны понять, какой же образ выпускника образовательной организации мы видим на выходе, да, характеризуется с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, ориентируемся на концепцию развития особенностей, конечно же, самой образовательной организации. Проектируемые результаты реализации программы развития, соотнесение целей и задач. Матрица контроля результатов и мониторинговых процессов развития. Определяются предметы контроля и мониторинга внутри программы развития, сроки, субъекты контроля и мониторинга. На данном этапе люди, которые реализуют программу развития, конструируют способы обратной связи при реализации проектов программы развития. Но бывают такие моменты, что ставятся задачи, и под каждую задачу не проекты пишутся, чтобы эти задачи реализовать, а просто прикладываются дорожные карты, то есть план мероприятий некий. То есть возможен и тот, и другой вариант. Далее, рассмотрев вот эти все структурные элементы, хотелось бы более подробно остановиться на паспорте программы развития. Это своего рода получается лицевая главная сторона, первый лист, да, нашей программы развития практически, и, своего рода главная обложка, которая расскажет нам о том, о чем же вообще эта программа развития. И хотелось бы еще тут такой момент сказать, что вообще внутри программы развития мы должны понимать, а для кого мы ее вообще пишем, да, составляем. Естественно, это для всех субъектов нашей образовательной организации, для всех тех, кто связан в реализации образовательной деятельности. То есть все участники образовательных отношений, можно по-другому сказать, это наши родители, законные представители, обучающиеся, но и педагогический коллектив, административный коллектив и вся школа. То есть вот мы являемся реализаторами и участниками данной программы развития. Конечно, при распределении ответственных лиц по составлению программы развития необходимо обратить внимание на то, что в состав группы реализаторов программы развития или написания данной программы развития, стратегирования, постановки целей и задач могут также принять участие сами родители, законные представители, ну и коллектив школы, естественно. Может быть, даже и где-то сами обучающиеся, да, где они могут подсказать по плану мероприятий некоторых, именно касаемо воспитательного направления блока. Так вот, сейчас приступим к паспорту программы развития. Он состоит из нескольких частей. Первая часть – это, конечно же, наименование программы развития, как она у вас называется, то есть вы указываете. Следующий пункт – это разработчики данной программы развития. Как я уже сказала до этого, это может быть руководитель, представители коллегиальных органов, в том числе управления образовательной организацией, ну и научные консультанты. То есть мы за помощью можем обратиться в какие-то методические центры, если они существуют, да, в том городе, селе или деревне, там, где
можно тоже проконсультироваться по структуре программы развития, по направлениям, обратиться за советом. Также здесь прописывается цель программы развития, задачи программы развития, критерии результативности программы, сроки реализации программы. Как правило, программу развития пишут кто-то пишет на 2 года, а кто-то пишет на 3, 4 и 5 лет, как правило. Но на 10 лет это точно вряд ли, потому что все-таки это стратегический документ, и необходимо понимать потом, что и как замерять, получается ли достичь той цели, да, которая нами поставлена. И на каждом этапе мы должны понимать, анализировать, что у нас получается, что не получается, над чем необходимо еще работать. Поэтому сроки реализации должны быть поставлены четкие. Периоды реализации программы, что входит сюда. Первый этап – это как стартовый некий этап получается, тогда, когда люди понимают, что программа развития уже заканчивается, да, и нужно ее либо продлевать, либо что-то корректировать. То есть стартовый этап, там, где подбирается команда, которая будет работать над этим стратегическим документом. И следующий этап, то есть первый этап, можно его назвать организационный. Второй этап – это уже практикоориентированный, практический этап. Может быть, кто-то и включит аналитику еще, да, на стартовом этапе. Ну и итоговый этап, замеряем результаты, прогнозируем, смотрим, что же у нас получилось. Ну и, конечно же, источники финансирования программы. Здесь указываются исполнители программы. Здесь мы можем прописать участников образовательных отношений в образовательной организации, коллегиального органа управления. Но иногда у нас еще при разработке программы развития руководители обращаются к экспертам. Если они есть, то мы их тоже указываем в паспорте программы развития. Вот такая структура, значит, самой программы развития. Так выглядит паспорт, такие структурные элементы у него имеются. Также здесь в приложении вы можете посмотреть структуру дорожной карты реализации проекта в рамках программы развития. Задачки поставлены. Вы решили, что вы эти задачи достигаете при помощи проекта. Написав проекты некие, да, чтобы понимать, как структурировать этот проект, как указывать его в программе развития, вы можете обратить внимание вот на такую структуру, она достаточно простая, дорожные карты по реализации данного проекта. Она состоит из 4 частей. Первая часть – это направление деятельности по реализации проекта. Дальше содержание работ в рамках направления деятельности. Обязательно мы ставим сроки выполнения, ну и указываем ответ, кто за какой этап отвечает и несет свою ответственность, зону ответственности. Как я выше говорила, сегодня у нас с вами при нашей встрече в вебинаре в основном встречаются два ключевых термина. Это программа развития и этнокультурное образование. Про программу развития я рассказала. Если будут какие-то вопросы, вы можете писать мне в чате, либо уже в нашей группе личным сообщением в Telegram. Теперь мы с вами перейдем к понятию, что же такое этнокультурное образование. Этнокультурное образование представляет собой процесс усвоения знаний и навыков в области народной и художественной культуры. Это образование направлено на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Еще существует такая формулировка. Это целенаправленный, непрерывный педагогический процесс приобщения учащихся к этнической культуре или культурам в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного и общего образования на основе взаимодействия с семьей, учреждениями культуры, средствами массовой информации. Ваша задача, коллеги, создать внутри ваших образовательных организаций свою собственную программу развития в области этнокультурного образования. Да, на сегодняшний день такие программы развития существуют, но их крайне мало. Как же это сделать? Да, мы должны понимать, что в основе
Также должны лежать какие-то стратегические документы. По программе развития я их вам перечислила. В презентации они тоже, все эти основные стратегические документы обозначены. Структура программы развития от основной нашей программы развития образовательной организации абсолютно практически не будет отличаться. То есть структура, она, вот эта вот основа, которую я вам дала, да, из каких частей, что в содержании программы развития должно входить, она будет точно такая же. И ваша программа развития этнокультурного образования. Единственное, содержательная часть, она, конечно, будет немножко иной. И для того, чтобы ваша программа развития получилась этнокультурного характера и направления, особое внимание необходимо обратить также на нормативно-правовую базу, которая есть на сегодняшний день по этому направлению. Это такие документы, как концепция этнокультурного образования в Российской Федерации, которая опирается прежде всего на национальную доктрину образования в Российской Федерации, которая устанавливает приоритет образования в государственной политике, определяет стратегию и направление развития системы образования в России на период до 2025 года. Следующий документ – это концепция развития этнокультурного образования в Удмуртской республике на 2023-2027 годы. Концепция утверждена приказом Министерства образования и науки Удмуртской республики от 7 ноября 2022 года, номер 1917. Разработчиком является Национальный исследовательский институт национального образования Удмуртской республики. Следующий стратегический документ – это концепция развития этнокультурного просвещения в Удмуртской республике на период 2023-2025 годов, которая утверждена распоряжением правительства Удмуртской республики от 13 октября 2022 года, номер 1130-Р. То есть, когда вы будете создавать свою программу развития этнокультурного образования, помимо тех стратегических документов, которые были перечислены выше, по своему направлению этнокультурно обратите внимание на вот 3 вот этих основных документа, которые сегодня у нас есть, да, в нашей Удмуртской республике в том числе. Далее, если нет вопросов, мы идем дальше. Какие же шаги необходимо учесть при разработке данной программы развития? Это изучение нормативно-правовой базы. Первое. Второе. Мониторинг, анализ состояния образовательной организации на тот момент, в тот момент, в который вы планируете начать писать данную программу развития. Конечно же, мы издаем приказ образовательной организации о разработке программы развития. Расписываем в данном приказе рабочую группу, которая будет работать над этим стратегическим документом. Распределяем функциональные обязанности внутри приказа, чтобы все шло по плану, как говорится, да, мы должны понимать, кто делает и какова же их зона ответственности и в какие сроки. То есть это должно четко прослеживаться. Это все также можно указать в приказе о разработке программы развития. Далее график разработки программы развития разрабатываем, да, то есть прежде чем начать, мы должны понимать, по какому плану мы действуем, с чего мы начинаем. Далее мы работаем над этой программой развития, ее пишем, составляем, а далее эта программа развития утверждается руководителем либо директором образовательной организации и, конечно же, обязательно согласовывается с учредителем, либо с представителями управления образования, если вы относитесь к городу Ижевску, например, да, либо вы являетесь подведомственным лицом Министерства образования и науки Удмуртской республики, то есть у каждого свой учредитель. То есть мы согласовываем нашу программу развития с нашим учредителем. Далее. Выше я говорила про то, что у нас должен быть график разработки программы развития. Как примерно он может выглядеть? Например, мы делим лист на 3 колоночки. Да. Первая колоночка, она включает в себя
Установочное совещание у директора, например, обсуждение разделов программы. Здесь мы прописываем ответственного за данный раздел и прописываем сроки. Следующий – разработка паспорта программы и вводных разделов программы развития. Здесь тоже указываются ответственные и сроки. Далее разработка разделов. Первое – это характеристика текущего состояния организации, что у нас имеется, какое сейчас, какая ситуация, да, в образовательной организации. Второе – концепция развития организации, да, указываем, в каком направлении будем двигаться. Ну и 3 – ключевые ориентиры программы. Основные фишки, какие-то изюминки, да, программы развития прописываются тут. И за каждый блок, опять-таки, мы определяем ответственного и прописываем сроки. Далее, разработка отделов программы. Что мы тут можем сделать? Расписываем мероприятия по реализации программы, разрабатываем мониторинг проекта программы. Но следующий пункт – это обсуждение проекта программы, направление на согласование проекта программы, утверждение программы. То есть вот так вот может выглядеть примерно график разработки программы развития. То есть на данный график мы свою непосредственную деятельность по разработке данного стратегического документа. И еще обязательно необходимо обратить внимание на то, насколько качественно программа развития образовательной организации составлена. Да? Здесь мы можем такой предложить чек-лист проверки качества программы развития образовательной организации, который включает в себя программа «Ваше развитие соответствует новым требованиям» или внесены корректировки ли в нее. Да? Программа развития строится на анализе и мониторинге успехов и ошибок предшествующего периода. В программе выделены этапы реализации нормативной модели. Организационный период включает обучение кадров, освоение управленческих технологий, план совершенствования образовательной среды. В программе прописаны стратегические шаги перехода к обновлению образовательной организации. Аналитический блок содержит комплексный анализ состояния организации. Отражены формы и план корректировки локальных актов образовательной организации. В программе отражены нововведения в воспитательной работе. В программе отражено сетевое взаимодействие с социальными партнерами. В программе отражается цифровизация образовательного процесса. Направлена ли программа на повышение педагогической компетентности семьи? Имеются ли целевые показатели реализации программы? В программе имеется ли целевой портрет выпускника и модель учителя? То есть вот данные пункты, они могут стать стартом к тому, насколько качественно разработана ваша программа развития. То есть это основные пункты, которые необходимо уделить, да, внимание при разработке данной программы развития. Далее еще, помимо этого, как мы знаем, да, 21 век – это век современных технологий, поэтому при разработке программы развития возможно применение проектного метода при реализации данной программы развития образовательной организации, что позволяет определить и представить направление решения проблем через систему проектов, выстроить процесс достижения результатов, организовать контроль и мониторинг, а также принимать управленческие решения по коррекции реализации в процессе проекта. Про нормативное обеспечение я вам все сказала, про структуру я вам тоже сказала. Далее, когда вы начнете более подробно уже изучать нормативную базу, также вам в помощь очень пригодится структура программы развития образовательной организации, где будет расписана инвариативная и вариативная часть. Вот данный документ приложения, метод рекомендаций по разработке программы развития, я направлю вам в наш чат школы проектных наставников в виде скриншота. Все ваши вопросы вы можете задавать в чат. Если вопросов нет,
то до новых встреч. Следующая наша встреча – это форум, на котором мы встретимся в июне с вами. И я вас благодарю за внимание. Тау Кылзем Дылы. Мы всегда на связи. Присоединяйтесь. Наши контакты. До новых встреч!